Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я вам хочу рассказать о скрайбинге. Давно известно, что 80% информации человек воспринимает визуально, поэтому рассказ с картинками запоминается намного лучше. И хорошим тоном сегодня считается сопровождение своего доклада презентацией. Как правило, эту презентацию мы готовим в PowerPoint. Но технологии не стоят на месте, и сегодня есть такая возможность создать эту презентацию с помощью скрайбинга. Скрайбинг, как особый стиль зарисовок, с целью описать, объяснить что-либо впервые возник в американских дизайнерских компаниях. Именно в Америке лекторы стали использовать в своих выступлениях нарисованные схемы и иллюстрации. Однако оказалось, что такой метод подачи информации гораздо более эффективен, чем скучная и многословная лекция. При этом люди, занимающиеся созданием таких презентаций, стали называть себя скрайберами, а саму презентацию – скрайбом. Особенность скрайбинга заключается в том, что одновременно задействуются различные органы чувств человека. Это и слух, и зрение, а также воображение. Это способствует лучшему пониманию и запоминанию. Именно эти особенности делают скрайбинг одним из методов современных технологий, который помогает доступно и легко объяснять сложный материал. Итак, скрайбинг. От слова scribe – набросать эскизы или рисунки. Это новейшая техника презентации, в которой речь оратора иллюстрируется на лету, рисунками на белой доске. Во время скрайбинга получается как бы эффект параллельного следования, когда мы и слышим, и видим примерно одно и то же. При этом графический ряд фиксируется на ключевых моментах аудиоряда. Есть два основных вида скрайбинга. Это скрайбинг-фасилитация, видеоскрайбинг. Скрайбинг-фасилитация – это перевод информации из словесной формы в визуальную и фиксирование ее в режиме реального времени. Видеоскрайбинг позволяет создать и использовать в дальнейшем видеоролики в технике скрайбинг. Но есть еще и способ 3D-скрайбинга. Использование 3D-ручек для создания образов в объеме позволяет получить интересную, красивую историю, которую можно и потрогать, и оставить себе на память. Можно также выделить несколько самых распространенных видов видеоскрайбинга. Это рисованный скрайбинг, аппликационный и онлайн-скрайбинг, то есть компьютерный. Рисованный скрайбинг является классическим скрайбингом. Художник, скрайбер, изображает в кадре картинки, пиктограммы, схемы, диаграммы, записывает ключевые слова. Это происходит параллельно с текстом, звучащим за кадром. Сказка о путешествии Капельки. Жила-была мама Тучка и дочки Капельки. «Пора отправляться в путь», — сказала мама капелькам. И полетели капельки на землю. Скучно им стало поодиночке прыгать, и собрались они по двое, по трое. И потекли они маленькими ручейками. Встретились и стали большой речкой. Попали в океан, море, и закружились в волнах хороводом. Стали легкими, потянули руки вверх
и испарились под яркими лучами солнца, и вернулись к маме, проделав дальний и нелегкий путь. Мы привыкли и порой не замечаем, что вода наша спутница всегда. Ведь самое необходимое для человека и всего живого на земле – это вода. Берегите воду. Аппликационный скрайбинг. На произвольный фон в кадре накладываются или наклеиваются готовые изображения, которые соответствуют озвучиваемому тексту. Мы часто собираемся в библиотеке. Мы – это участники литературно-творческого объединения «Время читать». На занятиях клуба мы учимся работать с информацией и используем для этого разные устройства, поисковые системы и интернет-сервисы. Мама рассказывала, что раньше, когда не было интернета, они искали информацию в журналах и газетах. Потом вырезали нужное и наклеивали в альбомы. Вот так раньше искали информацию. Компьютерный скрайбинг или онлайн-скрайбинг. При создании этого вида скрайбинга используются специальные программы и онлайн-сервисы. Например, вы можете использовать Powtoon, Videoschribe и другие. С их помощью видео можно создавать по готовым шаблонам. Однако бесплатные возможности указанных сервисов несколько ограничены. Давайте определим, какие основные этапы создания скрайбинга существуют. Первое и самое важное – это научиться выделять основной смысл, который вы хотите донести до людей. Поэтому рекомендуется выстраивать подготовку скрайбинга следующим образом. Первое. Придумать идею. Она должна быть понятной и цеплять аудиторию. Второе. Подготовить сценарий. Заранее продумайте и запишите, что у вас будет говориться и какими образами будет передаваться смысл. Третье. Отрисовать скетчи. Их количество и скорость, с которой вы их создаете, должны совпадать со временем на озвучание. Четвертое. Тайминг. Это является очень важным условием. Помните, что выступления всегда ограничены по времени, и это нужно учитывать, чтобы не осталось деталей, которые вы не успели еще осветить. Наилучшей продолжительностью скрайб-презентации считается ролик от 5 до 9 минут. Как и у любого новшества, у скрайб-презентации и вообще у скрайбинга есть свои плюсы и минусы. Давайте обозначим плюсы скрайб-презентации. Конечно, это необычность и оригинальность подачи информации, краткость и образность, которые с большей степенью позволяют усвоить новый материал. А теперь перейдем к минусам. Минусы. Первое – это большие временные затраты, которые уйдут у вас на написание сценария, тренировки в рисовании, озвучки, съемки, монтаже фильма. Все это может занять у вас очень много времени и даже не один день. Вполне возможно, могут возникнуть и технические трудности. Легко и доступно о скрайбинге
вы можете прочитать в книге «Скрайбинг. Объяснить просто», которую написал Павел Петровский и Мария Кутузова. Ссылочку на онлайн-ресурс я положила в эту презентацию. Также я хочу предложить вам сервисы для создания скрайба. Это самые распространенные и часто используемые сервисы с краткой аннотацией по ним. Помните, что, освоив скрайбинг, вы сможете просто и доступно рассказать о сложном. Большое спасибо вам за внимание. Ярких идей и творческих успехов вам!